Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная обстановка в республике остается напряженной. За последние сутки зарегистрировано 163 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по республике. В целом по республике отмечается повышение количества случаев. В основном это повышение связано прежде всего с открытием нашего с вами учебного процесса в школах, в средних специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях. В связи с чем мы обращаемся к вам с просьбой о необходимости соблюдения мер, прежде всего, непосредственно связанных с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными указом главы Республики Саха-Якутия по ношению масок, соблюдению дистанции и, конечно же, наличию вакцинирования. В случае, если вы работаете с людьми, в случае, если вы находитесь в близком контакте со своими людьми, коллегами, ну и, конечно же, родственниками. В городе Якутске зарегистрировано 93 новых случаев. В Амгинском районе сегодня отмечается повышение этих случаев 10, в Алданском 8, по 6 случаев зарегистрировано в Мигино-Кангаласском, Мирнинском районах, по 5 случаев в Нерюнгринском, Оленёкском, Усьмайском, Хангаласском, по 3 случая в Булунском, Вилюйском, Ленском, Амунском, Намском и Чурапчинском районах. По 2 случая зарегистрировано в Кабее и в Сунтарах. Лабораториями Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения осуществляется тестирование. За последние сутки отмечается очень высокий уровень тестирования. Проведено за сутки 4153 исследования. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается активная фаза вакцинирования от новой коронавирусной инфекции. За последние сутки на последние сутки в республику поступило 485 155 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Необходимо сказать о том, что сегодня у нас из количества, которое поступило, использовано 69,5%. Первую вакцину получили 331 281 человек на территории нашей республики. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Главные вопросы жильцов аварийных домов. Глава Якутии посетил Мирнинский район с рабочим визитом. Проект регионального бюджета для граждан. В Москве прошел 5-й финансовый форум. УЗИ, ЭКГ и консультации специалистов. В Якутске проходит